Недавно проезжал мимо зоны отдыха озера Лебяжье в Казани. Глядя на толпу людей, сидящих плотными рядами и поедающих шашлык, становится понятно, что для этих людей вируса уже не существует. Дымят кальяны, звенят стаканы, все отдыхают по полной программе, не соблюдая даже минимальные меры предосторожности. Все уверены, что ковид опасен только для пожилых людей, и вообще он уже где-то далеко, ослабленный и почти побежденный. Но это далеко не так. Покажу вам для наглядности. Ковид – это игра в русскую рулетку. Так в мире называется смертельная игра, когда в барабан револьвера вставляется патрон. У меня здесь один пистон. Барабан крутится, потом револьвер приставляют к виску и нажимают на курок. Повезло – остался жив. Не повезло – везут на кладбище с простреленной головой. Короче, русская рулетка – это игра со смертью. Также и с коронавирусной инфекцией. Никто не знает, как она поведет себя в вашем организме, какие скрытые болячки обострит, какие осложнения вызовет. Ей плевать на ваш возраст и социальный статус. Мы еще практически ничего не знаем об этом вирусе, а Китай уже пугает второй волной. Поэтому все медицинские работники в один голос повторяют: расслабляться рано. Нужно соблюдать меры предосторожности. Нужно постоянно быть начеку, носить маску и перчатки, дезинфицировать руки, чтобы свести к минимуму риск заражения. И вообще, я категорически не принимаю сторонников теории коллективного иммунитета, для достижения которого, по их мнению, должно переболеть 70% жителей. При смертности в 2% это тысячи погибших людей. И у каждого из нас есть шанс попасть в число тех, кому не повезло в этой смертельной игре. Скорее я соглашусь с теми специалистами, которые говорят, нам нужно постараться дожить до создания вакцины от коронавируса. И тогда мы сможем без риска для жизни приобрести этот пресловутый коллективный иммунитет. Какая теория вам ближе, не имеет значения, потому что игра в русскую рулетку с ковидом продолжается каждый день. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.